Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Как разрешится либо решится ваша жизненная ситуация? Понятно, что у вас много, и у каждого своя ситуация, но я постараюсь взять для вас какие-то, может быть, подсказки, советы, все то, что даст нам песочек, все то, что подскажет нам высшие силы. Если вы хотите обратиться лично к своим каким-то духам, помощникам, защитникам, каким-то родовым каналам, вы также можете, посмотрев на песок, загадав на себя, назвав свое имя, обратиться к своим истокам. Это будет очень правильно. Настраивайтесь, пожалуйста, посмотрите на песочек, назовите имя и задайте такой вопрос. Как решится, как разрешится моя жизненная ситуация? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, как же разрешится ваша жизненная ситуация. Так. Смотрите, здесь разные подсказки вышли, и, скорее всего, я буду вам, да не скорее всего, так и буду, да, я вам буду просто говорить то, что я считываю, а вы, уже зная свою ситуацию, применяйте услышанное под свою ситуацию. Во-первых, здесь явно идет резкий скачок в судьбе, либо в вашем восприятии, либо в отношении к вам. То есть кто-то достаточно живет безрадостную жизнь. Такой, знаете, солнца нет, одни тучи постоянно, какая-то серость, угрюмость, усталость, забитость, непризнанность. То есть, болото, да? Такое серое, серо-зеленое, да, болото, где даже лягушки не квакают. Какое-то вот прям ощущение холода и пустоты. Вот вообще ничего в жизни нет. Вы можете быть человеком очень даже семейным, у вас может быть очень большая семья, очень может быть много друзей, там и коллег, и друзья, и родственники. Но вы себя ощущаете просто какой-то массой, серой массой, либо люди вокруг вас вот выглядят как серая масса. То есть вас в жизни ничего не радует. И такое впечатление, что вот кто-то забрал ваше счастье, да, все счастье жизни у вас забрали. Вы и сами себе как будто бы не рады. Здесь, кстати, могут отыгрываться моменты каких-то вот, как панических атак. Может быть, какие-то болезненные ситуации, да, когда вот психосоматика какая-то идет, да, что вы там что-то подумали, вспомнили, раз там сразу голова, мигрень, там болит, тут стреляет, там отдает куда-то, да, вот какой-то момент. Здесь явно человек с потерей сна, да, вот какая-то тяжесть, да, вот человек обычно ложится спать, уставший, да, он спит, там, восстанавливается, утром просыпается, там бодрость, какой-то вот заряд идет, а у вас как будто бы наоборот, как будто бы вы после ночи еще больше устаете. То есть для вас ночь — это не время отдыха, а наоборот какое-то мучительное время, когда куча каких-то непонятных мыслей в голову лезет, когда прям так какой-то прерывистый кусочки, какой-то вот сон, там какие-то гадости, пакость, что такое происходит, странное, страшное. И вы сами не понимаете, что происходит, вообще не понимаете. Такое ощущение, что вот человек не живет, а как будто бы мучается. Здесь у вас, мои дорогие, идет, как я вам говорила, да, резкий скачок, резкий перепад. Я скажу вам такую вещь. Я, конечно, не доктор, вообще не претендую ни разу. Я против того, чтобы люди ставили диагнозы посредством эзотерики. Но я скажу такую вещь. У многих отыграются проблемы с гормонами, с гормональным фоном. Потому что в моей практике так часто гормоны показывают себя. Вот, это первый момент. И второй момент. У кого-то вот прям отыграется, вы уж простите, что на общем говорю, но скажу, каким-то подкладом. Причем этот подклад, он
Но это вещь, которую вы не замечаете, хотя, может быть, кто-то уже замечал. Она очень отличается от того, что есть у вас в доме, либо вот, знаете, куда-то в ящик вам подкинули, там, это может быть на работе, может быть, в дом ваш, да, человек был вхож и вам подкинул. Вот как-то вот с вашими вещами перемешалось. Кто-то уже видел, это что-то темненькое, маленькое, небольшое такое вот, а темненькое, вот это не черный цвет, это какой-то вот то ли коричневый, то ли какой-то серый темный такой цвет, либо вот какой-то бежевый темный. Что-то, знаете, вот неприятный цвет, но явно не черный, и вот какие-то вот, ну, оттеночные, можно так сказать. Вам подкинули. Как сказать, там магии на вас, там конкретной порчи, проклятия нету, не переживайте, не думайте, но энергию с вас тянут. Опять же таки, если гормоны, с гормонами то же самое. Это был удар очень сильно энергетический, в вас направленный. Вас, ну вот в простонародье говорят, поглазили и все. У вас вот это вот скачок этот пошел, у вас там как гормоны на голову влияют, на все влияют. Здесь человек потерял покой и сон. То же самое вот подклад так работает. Во-первых, что надо делать? Идите в храм. Идите в храм, идите, просите, выпрашивайте себя, вымаливайте своими словами. Какие там иконы, что это вообще не важно. Важно, что вы просите за себя. Хотите, откупайтесь, хотите, просто словами простите, хотите, плачьте. Вот все, что вам подскажет ваша интуиция, то и делайте. Ничего дурного не произойдет, хотя бы 3 раза сходите, а польза будет колоссальная. Вот как после первого раза у многих, почти, ну я не знаю, тут у 85%, наверное, так отыграется, да, после первого раза сразу этот подклад найдется, либо вот проблема с гормонами обнаружится, да, вот неожиданным образом. То есть вы избавитесь от этой вот неприятности и дальше уже пойдете дальше, и там и лечение будет эффективное, и от этого подклада избавитесь. Кстати, если будете, ну, найдете, да, предмет этот, вещи, то, ну, больше как бы на вещь похож, или тряпочка, платочек, что-то типа такого. Что-то вот с одеждой может быть связано. Руками не берите, вообще не берите. Возьмите либо перчатками резиновыми, либо, не знаю, там на вилкой вот так подковырните, да, что есть в доме, и куда-нибудь на бумажечку, либо в ведерко, да, какую-нибудь емкость, да, в которую вы можете сжечь это все, значит, дело. Самое лучшее это сжечь, конечно, не выкидывать, а именно сжечь. Понятно, что живем там в квартирах, да, не всегда удобно, но тем не менее, как пожертвуйте какой-нибудь, может быть, там кастрюлькой, мисочкой большой, да, сожгите на балконе. Вот именно надо сжечь. А вот уже пепел вы будете выкидывать там на перекресток, либо в речку, но речка должна быть обязательно проточная, да, то есть чтобы это не было застойной водой. Но опять же таки, живете в квартире, если вы все хорошо сожгли, то можете прямо в унитаз смыли, да, оно все там по канализации, да, понеслось. Это тоже можно сделать. Я вижу, что у вас буквально, вот кто меня смотрит, кто в этой ситуации тут, ну, ситуация, да, первый раз в храм сходите, и вы уже все, почувствуете себя легче, и ваш вопрос начнет решаться. Оно бы все и раньше пошло, но только вы то ли не ходите в храм, то ли ходите и просить не знаете что-либо как. Может быть, еще момент такой, что вы человек, который, как бы вам сказать, да, привязан к каким-то вот рамкам, да, что вот мы там привыкли, что там идешь, там нужно какие-то молитвы читать обязательно, там надо знать, кому где молиться, где там стоять в правильном положении, на какую службу ходить. Ну, то есть, да, какие-то вот правила. Я вам так скажу, что Иисус всегда, да, учил нас тому, что никаких правил не существует. Если тебе хочется молиться, просто садись, либо стой, вот как, где стоишь, там, где сидишь, начинай молиться. Главное, чтобы делать это от души и от сердца. Здесь все предельно понятно и ясно. Зачем вам какие-то там правила, зачем вам это все нужно. Вы знаете, самое эффективное, я всегда говорю и на гаданиях на своих, и клиентам всегда своим говорила. Самое эффективное – это то, что просит ваше сердце. То, что говорит ваше сердце. Это самое эффективное. Вот эти все заговоры, молитвы и прочее. Да, это придумали люди. Да, там есть сила слова. Но поверьте, ваша сила сердца
сердечного слова, она гораздо больше, она гораздо мощнее, гораздо лучше помогает. Так, по поводу, кто делал вам. Ну, делал близкий человек. Это близкий, который вы знаете, который, ну, с вами за одним столом сидит, понимаете, один хлеб ест. Вот человек это делал. Цель была плохая, цель завистливая, цель, вот, может быть, человек и неплохой, да, но вот такой момент был, что человек обзавидовался и прям ничего с собой сделать не смог. Ну, вы этот подклад уберете, вы этот негатив с себя уберете, и этому человеку, ну, как обраточка все равно-то прилетит. Вот кто у вас в ближайшее время заболеет среди близких, там, знакомых, даже родственников, вот знаете, что этот человек, вот есть на нем такой грех в вашу сторону, дурное делал, думал. Так, следующий момент. Момент расходов, разводов, неприятностей в семье. Здесь люди явно, то ли они не могут сойтись, сблизиться, да, все время какие-то между ними преграды, то ли люди уже, скажем так, через рубеж невозврата прошли, и теперь вот непонятно, что дальше будет. Вот если вы зашли, и вы в этой ситуации, вам все равно быть вместе, вам все равно идти вместе, только у вас линии ломаные идут. То есть как будто бы то ли несколько раз вы будете начинать, то ли вы будете сходиться, расходиться. Здесь явно отношения судьбоносные, у многих отыграются, скорее всего, даже как кармические. Кармические судьбоносные отношения никогда не бывают простыми, либо они, ну, особенно кармические, они очень сложны в плане их реализации. Обычно вот кармические отношения как-то быстро, да, люди там, не знаю, за месяц могут там познакомиться, влюбиться, пожениться, все у них замечательно. А потом уже начинается вот это вот уроки, испытания, притираемся, обтираемся и встречаем свою судьбу, да, проходим свои кармические уроки. Когда отношения судьбоносные, здесь вот как раз-таки наоборот действуют. Ну, это по моей практике, девочки, это то, что я вот за себя знаю, за свою практику, а практикую я уже более 25 лет. Здесь у нас наоборот получается все время какие-то преграды, какие-то вот как испытания вам вначале идут, а докажи, а сможешь ли ты, а получится ли, а насколько ты ценишь. Ну, знаете, вот прям не даются эти отношения. Либо даются с какой-то болью, с какой-то жертвой даются. Да, нужно что-то оставить, кого-то оставить, да, чтобы идти там, к любимому человеку. А здесь у вас то же самое похоже. Вы дойдете, вы получите. Кто у меня разводится, развелся, вы назад сойдетесь, потому что вы еще все свое не прошли. Здесь именно два человека, как с кармическими уроками, с кармическими узлами идут. То есть вам еще идти по жизни вместе. А вы без друг друга не можете. Вы друг друга иногда прям так сильно прям ненавидите, но с другой стороны приходят такие моменты, когда понимаете, что это все, это любовь всей моей жизни, и я без этого человека никуда. То есть у вас еще будут эти американские горки. Вот то, что вы уже пережили, это всего лишь начало. Впереди еще будет очень много интересного. Но что я хочу сказать? Вы научитесь жить вместе, вы приспособитесь друг к другу. Что мне нравится в этом, то, что чувства настоящие ваши, да, вот какие жесткие, либо наоборот любовные, они всегда настоящие. Вы не играете с друг другом. Вот это мне очень нравится. И вы друг друга душами чувствуете. Ну, а те, кто у меня никак не соединится, вы все равно соединитесь. Вы пройдете эти все испытания, докажете, что вы любите, докажете, что вы должны быть вместе, вы будете. То есть здесь вы будете доказывать не друг другу, а высшим силам, потому что вы друг другу идете, скорее всего, как дары, да? Дары на то, чтобы там на род, да, на продление рода, дар на счастье в этой жизни, да, заслужили, заработали. Здесь, конечно, не просто, но получится. Так, для безработных, для тех, кто без работы, либо никак не может найти свое место в жизни. Очень высокий человек, человек с высоким положением, человек может быть действительно высокого роста, вам откроет путь, вам сделает предложение, предложение будет казаться так себе, да, плюс-минус. Главное, не кривитесь, главное, принимайте. Благодаря этому предложению вся ваша жизнь поменяется. Одно маленькое предложение поменяет всю вашу жизнь. Высокий человек, может быть, хочется сказать, прям благородного происхождения, не знаю почему, может быть, высокопоставленный человек, да, либо вот прям
Что-то такое есть в этом человеке. Кто мужчина, женщина, не скажу, но то, что этот человек даст вам предложение. Смотрите, вот дословно, да, вот он, этот высокий человек, он предложение дает, и он как будто бы с колен вас поднимает. Да? Вот такая ситуация у вас будет. Так, по поводу тех, кто в долгах, как в шелках, у кого очень много неприятностей с деньгами. Так, хотите верьте, хотите нет, можете на меня обижаться, но вы сами себя загнали в эту ситуацию. Просто загнали. Уж не знаю, какие причины у вас были на это. Ну, скорее всего, какая-то легкость жизни, да, какая-то невнимательность, возможно, у вас была. У вас решится вопрос, ну как-то постепенно, как-то вот знаете, резко не будет. У кого-то вот отыграется, что вам кто-то поможет закрыть ваши долги, ваши кредиты, ваши какие-то обязательства. Но большинство все-таки вот как-то самостоятельно и потихоньку будет это делать. Ну, вы учитесь, вы проходите достаточно неприятный урок, но очень нужный урок. Я бы вам посоветовала и порекомендовала делать ритуалы на денежку. Ритуалов таких огромное количество. Опять же таки, да, как выбирать ритуалы на деньги? Во-первых, можно делать как на новую луну, так и на уже полную луну. Все как вам нравится. Выбирайте. В интернете очень много. Сейчас, я не знаю, только, по-моему, ленивые не публикуют всякие ритуалы. Как выбирать? Вот вы читаете, да, например, там, ну, открыли вы там Google, да, например, написали там ритуалы на привлечение денег. Вам вышел там лист, да, страничка с ритуалами. Вот вы читаете, если чувствуете, что да, мне нравится, что-то в этом есть, это ваше. Здесь нужно полагаться на интуицию. Делайте, вам поможет. От себя могу сказать, что очень хорошие ритуалы на новую луну. Самые простые, когда вы просто берете там монетку, показываете на новый месяц, там, и просто заговариваете эту монетку, потом с собой носите. Заговаривать можно как угодно. Лично я всегда говорю, вот показывая, говорю: молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. Очень просто. 3 раза повторила, всю эту монеточку с собой ношу целый месяц. Вот как-то так я делаю. Вам, конечно, чем больше вы будете делать, тем лучше. Вам главное разбудить эту энергетику. Она у вас есть, она у вас просто спит. И, скорее всего, вы ее так сами спать уложили. Знаете, вот что-то хочется сказать, что вы такой человек, легко к деньгам относитесь. Вот. И это вот сыграло эту важную роль. Может быть, вы даже специально, да, вас специально загнали в эту ситуацию, чтобы вы немножечко стали более уважительно, что ли, к деньгам относиться. Бережливо, может быть. Вот какой-то такой момент. Ничего, решите. Здесь не фатовая ситуация. Выберитесь. Так, кстати, по здоровью. У кого-то тоже может быть такой момент, когда человек... Ну вот сейчас здоровье не очень, да, человек мог потерять здоровье, человек мог, ну, в хронические какие-то, да, фазы войти. Очень неприятно, в общем, по здоровью. То же самое, легко к себе относились, игнорили, забивали и вот какими-нибудь, может быть, лечились обезболивающими. Либо кто-то, наоборот, усиленно лечился от того, чем не болел. Поэтому получили такую ситуацию. То есть сами, как хочется сказать, виноваты. Да? То есть ситуация, понятно, что нельзя так говорить, и это именно какой-то урок вам идет. Вы его переживете. Выход есть, вы выйдете из этой ситуации. Так что не переживайте. Так, и еще один момент, который я не могу не отметить. Здесь, ну, тут 3 обнимаются, понимаете, и 3 двери вам открываются. Здесь 3 исполнения, 3 желания, 3 возможности. 3 ситуации, которые вам в жизни помогут. Либо 3 человека. Смотрите, да, вот как крепко один человек держит за руку 2 человека, еще тут 1 3 человек. И то же самое, 3 двери у вас стоит. Здесь вне зависимости от ситуации, которая в вашей жизни происходит, знаете, что у вас по судьбе на ближайшее время идет либо 3 друга, 3 товарища, 3 помощника, либо 3 возможности, которые вам помогут, спасут, выручат, действительно проложат дорожку в новую счастливую жизнь. Мои дорогие, песок вышел очень, знаете, вот прям неожиданно, да, очень хорошие такие дельные подсказочки дал. Пользуйтесь. Здесь ничего страшного такого прям не вышло, да, что невозможно исправить, но старайтесь анализировать
то, что происходит с вами. И старайтесь почаще разговаривать со своей интуицией. Понятно, что сложно, понятно, что не у всех получается, но старайтесь тогда на сны загадывать, либо старайтесь как-то себя в этом плане, да, стимулировать, как-то больше себе доверять и больше к себе прислушиваться. Вам будет намного легче и проще жить. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.